ведет информационная программа «Вести Кудымкар». Студия Надежда Климова. Дженета медшартема зрилищ. Муля юшваш аварийный керкөзін олышчас озверма бучны бур оланиннеза. Челядь понда Радуга центра вовлес поезд безопасности, кычым сылан вэлы мог. Колана материал фен да клей, кычны оцетан керны джориджес. Ветхай да аварийный керкөзыш отрас в уджетым шерти программа тава уджала ожлань. А вот юсван шедны программа верма не быт сетшим керку. Мыляцит шогма причинная спондыла скошена Дмитрий Буланов. Фундамент полностью разрушен. А чтобы этого не было видно, закрыли все досками. В доме по улице Советской, 28 в Юсве люди не живут, а выживают, рассказывает пенсионерка Татьяна Чичулина. Летом дожди не только с неба, но и с потолка, а зимой невероятный холод. Всю зиму ходим в валенках. Ребенка на пол нельзя пустить поиграть. С 2015 года пытаются попасть в программу по переселению из аварийного жилья. Считают, что ремонтировать дом бесполезно. Чтобы признать дом аварийным, люди обратились в местную администрацию. Была создана межведомственная комиссия, которая признала дом вполне пригодным для проживания. Покосившиеся стены, прогнившие потолки комиссию не убедили. Нынче люди обратились сначала в федеральное БТИ. Обследовав дом, там сказали, что износ здания 69%. А после экспертная организация написала заключение, что он находится в аварийном состоянии. По отчету эксперта независимого, дом является аварийным и не подлежащим проживанию. Однако эти заключения местные власти проигнорировали. Сказали, что последнее слово за межведомственной комиссией. Предложили другой выход – отремонтировать дом за счет жителей. Для этого нужно 700 тысяч рублей. Все-таки же просмотрев, изучив, проработав каждый материал с выходом на место, комиссия все-таки же пришла к такому выводу, что нужно дом этот то есть отремонтировать. В Кудымкарской прокуратуре говорят, что по закону, если есть заключение специализированной организации, свою точку зрения можно отстоять в суде, либо обратиться в надзорное ведомство. В случае, если у граждан имеется заключение специализированной организации, но при этом орган местного самоуправления бездействует и не ставит их дом в реестр аварийного жилья, в данном случае могут обратиться в органы прокуратуры, либо в судебном порядке для признания бездействия органа местного самоуправления незаконными. Татьяна Чичулина, между тем, сама изучила закон. Аварийным здание признается при среднем износе от 65%. Теперь точно уверена, что отказ получила незаконно и готова обратиться в надзорное ведомство. Дмитрий Буланов, Денис Дульцев, Вести Пермь. Кудымкарич полициялын сотрудники спонташлыса челядькат. Не отчулатыса поезд безопасности нима традиционные мероприятия. Быдгожим челядь понта площадке звылын да лагеризн, полиция сотрудники чулатыны зефашем апанташеммес. Нет отцетаны челядис асланус учкат, вишташины мог гезилыш. Сегодня с участием сотрудников межмуниципального отдела МВД России Кудымкарский на базе лагеря «Гражданин» проводится профилактическое мероприятие под названием «Поезд безопасности». Оно направлено на профилактику преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних, обучение мерам безопасного поведения детей на улице и на дороге. Кроме того, сотрудники полиции расскажут детям о своей профессии. Мето челядь оксиса Радуга анима центрлан паркан. Сечинала виштачиса уджилищ, когда нота на кинологез. Челядь тадиса, качем понне спожа велотне, а сыджа виджатиса дрессировка лишь элементез. Сидеть! Сидеть! Лежать! Стоять! Ко мне! Понката цачем большен челядь торьячиса группы звела. Кабинеты за накат панташли самодик специалистес. ДПС инспектор мычалась фильм, да чернитесь накат туевлан безопасность елыш. Я всегда перехожу по пешеходному переходу, смотрю направо, налево. Если машина не остановилась, не перехожу. И все. То есть ты никогда не нарушаешь правила дорожного движения? Иногда только. Как нарушал? Переходил не по пешеходному переходу. Я не нарушаю правила дорожного движения. Всегда смотрю направо и налево. Если машина не остановилась, не буду идти. А если остановилась, тогда надо переходить на велосипеде. Если тебе 14 лет, то можно по дороге по правой стороне ездить.
Челять шуиса мы сеща озапонда ордены туйвлат ветлатым шерти правилуэс. Озапонда джукны и мадик законнес. Это ел еще не мунис мадик кабинетен. Несовершеннолетний занделаю шерти инспектор воят из примерлес, кар челять джуганы законнес, вишташис и сылыш, кышом наказанию это понда вермаслоны и ныла и аймам мезла. Ну а мед интересный, валы панташем специалисткат, когда вишташис полицейский злан оружие елыш. Выпускаем магазин. Снимаем с предохранителя, ставим на затворную задержку, осматриваем канал ствола. Далее снимаем затвор, пружина. Норматив выполнен. На выполнение данного норматива дается 8 секунд. Теперь сборка после неполной разборки. Производится в обратном порядке. На выполнение данного норматива дается 10 секунд. Челять пондылыса кернета учится ашнес, петис не бденнысла. Это понда колыса не джирта дэммес, но и вын. Раньше я пистолет не разбирал. Сегодня первый раз. Так, немного сложно, но... Если потренироваться, то... тренироваться то легко будет. Но ты справился. Да. Полицейская скат пандашем челять понда пырло бурмоган. Не джирт цачаны профессия скат, но и примеры звылын виджетаны кычтуя, а кыч остуй керны. Людмила Дмитриева, Александр Рябков, Вести Кудымкар. Кудымкариш олыш аскезен кера бычым да ыджит джориджес. Мастер кат панташлыс Людмила Дмитриева. Кариш олыш Лариса Егорова понда медрадитана джориджес это розес. И джирне важен сявилалыс керныния асла скезен. Как-то зашла в интернет, смотрю, такая красота, и думаю, почему бы и мне не попробовать. И вот с февраля где-то месяца я занялась вот этой красотой. Отжиг некошем рукоделия берда инька абуку чишлама, и медоч уджавный кезен вылы не кокнет. Сложность была в сборке цветов. Надо правильно все приклеить, чтобы все красиво, чтобы сочеталось, чтобы форма держалась. Я изготавливаю вообще работу с материалом изолон. Это вспененный полиэтилен, по-моему, так он называется. И с фоамираном. Материал замечательный, просто себя очень хорошо зарекомендовал. Он очень легкий, гипоаллергенный, нетоксичный. Для цветов это вот просто уникальный материал. Этши материалищ пожекерны не джир розес. Петаса качкачем джориджес, кола джир бъргины кола нарема материал и пожас лешетны чачашиннес, гораджулес, лымдорчачес. Кать мы, вали бы фантазия да мог. Я еще изготавливаю светильники. Это все из изолона. Обязательно сюда вставляется лампочка не более 7 Вт. 6-7 Вт, не более. Светодиодная, энергосберегающая. Так как если будет больше ватт, просто все сплавится. Все отпадет. То есть обычную лампочку поставить туда нельзя? Только не более 7 Вт. Можно сделать, изготовить и в желтом цвете, в голубом, в розовом цвете. В общем, что пожелаете. Мед был счет нечем светильник уджавный колас джинлунча не ячажик. Кола керны джорич лапоккес, небный фен да клей. Придаем форму нашему лепестку. Надо, чтобы фен нагрелся обязательно. Изолон такой материал, что он любую форму можно придать спокойно. Эчен цветок керас бучемжикан качкачем керку. И гажетный сяпондас не этот год. Как ухаживать за светильниками, за торшерами? Все очень просто. Откручивайте основание. Берете под душем можно помыть, стряхнуть и все. Промокнуть тряпочкой, когда высохнет, обратно одеть и все. Или протирать влажной тряпочкой. Но можно даже, когда высохнет, еще побрызгать антистатиком. Людмила Дмитриева, Александр Рябков, Вести Кудымкар. Кочевский район. Физкультурник Лышлун понда спорьетны велопробеган.
11-12 августа на территории района уже 4-й раз будет проходить районный велопробег в спортивном единстве «Наша сила», посвященного Дню физкультурника с участием спортсменов и физкультурников района, ведущих здоровый образ жизни. Общий километраж велопробега составит 35 километров. Программа велопробега будет насыщенной. В первый день, после того, как участники поставим палатки на место пребывания, наши велосипедисты должны еще выехать в деревню Ташка на товарищескую встречу по мини-футболу с молодежным парламентом Земского собрания, которые параллельно в этот же раз будут проводить туристический слет. На следующий день, 12 августа, наши велосипедисты уже по другому маршруту должны вернуться в село Кочево. Кудымкарын профильный лагерь ветлатыш подросток эспонда чулытыса волшебный мяч нима вермащем. Парма стадион вылан чулытчыз волшебный мяч нима вермащем, кадалойсни традиционный. Сия лоис физкультурниклыш лун парьетем оджин бурпондачеман. Сегодня мы собрались здесь для участия в краевой спартакиаде «Волшебный мяч». Екатерина Лучникова орсис волейболан. Нилочка вишташис мы не обурала шечиса это спартакиада дына. Быдлун кериса зарядка да тренируючиса. А сылан йорт шуис, что понда сбура тождично аслас команда понда. Медбыния вермиса. Я буду принимать участие только в волейболе. Тебе нравится играть в волейбол? Да, очень. Это такой вид спорта, который развивает одновременно очень многие физические качества. Я буду кричать, да, ну там их имена кричать. Давай, давай. Думаю, что наша команда победит. Это вермащеман примитиса участие челядь кадна шедиса оланич щекот ситуация, да олана социально опасный положение и сулалана полициян учет вылын. Гожем коста джир Кудымкарын сетшем челядь понда уджалыса кыкьямыс лагерь. Ыны гражданин нима лагеря ветланы нёльдас морт. В целях профилактики правонарушений несовершеннолетних, а также формирования здорового образа жизни несовершеннолетних, сегодня проводим мероприятие спартакиада «Волшебный мяч» на муниципальном уровне. В целом это мероприятие проходит у нас на краевом уровне. Первоначальный этап проходит на территории города Кудымкара. Челядь вермащиса спортлан куим виден, теннис, стритбол да волейбол. Кыч лыден организаторы с этим мероприятием зев коланаш. Эд лащетный челядь лыш шочищанкат кола бытса гожем кежа. Не первый год проводим мы такого рода мероприятия, потому стало это праздничное мероприятие традиционным. И надеюсь, что сегодня тоже должен получиться праздник. Заразиться желанием участвовать в движении за здоровый образ жизни, и мы, может быть, еще среди них узнаем много спортивных звездочек. Челядь кадналоаса вермищес лыден пондаса Дорьин Кудымкар окружной спартакиада вылын. Надежда Климова, Александр Рябков, Вести Кудымкар. И это вылын миян быдас, аджишлытач.